В серии новостей спорта. Здравствуйте. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. В полуфинале турнира россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в 1/4 победил немца Александра Зверева. Напомним, Карацев ранее поочередно обыграл итальянца Джанлуку Маджера, белоруса Егора Герасимова и канадца Феликса Оже-Альясима. В текущем открытом чемпионате Австралии он дебютировал в основной сетке турнира серии «Большого шлема». В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин занимает 114 место. Мужская сборная России по водному полу со счетом 17-5 выиграла у команды Германии в матче третьего тура группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме. Благодаря этой победе россияне возглавили группу «Б», набрав 5 очков в 3 матчах. Второе место занимают хорваты, у которых 4 пункта. Далее идут французы и голландцы, у которых по 2 балла. На 5-й позиции с 1 очком располагаются румыны. Последнее место занимают немцы, пока что не сумевшие набрать ни одного пункта. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Хорватии. Футболисты французского ПСЖ обыграли испанскую Барселону в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе Камп Ну в Испании и завершилась со счетом 4-1. В составе парижан 3 результативными ударами отметился Килиан Мбаппе. Еще одно взятие ворот провел Мойзе Кин. Единственный мяч испанцев с пенальти забил Лионель Месси. Команды провели 12-й матч друг против друга. В предыдущих встречах 5 раз побеждали каталонцы, 3 раза выигрывали французы. Еще 3 матча завершились в ничью. Ответная игра данного противостояния пройдет в Париже 10 марта. В другой встрече игрового дня английский Ливерпуль со счетом 2-0 выиграл у немецкого Лейпцига. Оба мяча были забиты на старте второго тайма. Точные удары на свой счет записали Мохаммед Салах и Садио Мане. Этот матч должен был пройти на домашней арене Лейпцига. Однако из-за запрета въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования британским штаммом коронавируса, игра была перенесена в Будапешт. Ответную встречу команды проведут 10 марта в Ливерпуле. Московский ЦСКА на своем льду обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей шайбы забросили Андрей Лахтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. У гостей отличился Артем Бородкин. Армейцы одержали 5-ю победу к ряду и досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. В таблице западной конференции они занимают 1-е место, набрав 85 очков. Подольский клуб идет 8-м, имея в активе 56 пунктов. В следующем матче ЦСКА дома примет Челябинский «Трактор», а «Витязь» на своей площадке сыграет с Магнитогорским «Металлургом». Перейдем к событиям нашего региона. Сегодня в Якутске стартовал чемпионат республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Участие в турнире принимает 15 сборных из разных районов и городов. Борьба за медали соревнований началась с группового этапа. Затем коллективы с наибольшим количеством очков продолжат состязаться в плей-офф со стадии четвертьфинала. Лучшие команды по итогам чемпионата получат право выступать в следующем сезоне в первой лиге. Владивосток стал претендентом на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Как сообщает ЕСЯ, конкурсная комиссия осмотрела спортивные объекты города и пришла к выводу, что после ремонта они будут полностью соответствовать международным стандартам. Известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяка на днях распорядился разработать подробный план реконструкции инфраструктуры. Предполагается, что в случае победы в конкурсе на играх во Владивостоке юные спортсмены будут состязаться по 22 дисциплинам, в том числе традиционном приморском виде спорта – гребле. Проведение игр «Дети Азии» в 2022 году у нас в Приморском крае, в городе Владивостоке. Это хорошая спортивная программа, которая привлекает детей со всей страны. Конечно, детей с Азиатско-Тихоокеанского региона, со всей Азии. В общем, делается все с тем, чтобы этот праздник спорта прошел организованно, прошел у нас на Приморской земле. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!